Почему Совет представителей заработал спустя 2,5 года? На мой взгляд, то, что произошло вот в эти дни, должно было произойти где-то в августе-сентябре 2010 года. Тогда уже был объявлен курс на кардинальное решение самых таких кричащих проблем крымско-татарского народа. Это и земля, это и закон о восстановлении прав, это и кадровый вопрос, это и пролонгация программы, ее финансирование. Все эти вещи глава государства вначале озвучил как свою программу в сфере национальных отношений в Крыму на встрече 3 августа 2010 года, а потом это подтвердил, дав официальные поручения главам правительств Украины и Крыма именно в этом аспекте. Но в тот момент политическая конъюнктура, где-то конец сентября, начало октября, я не готов сейчас говорить о глобальных причинах изменения этого курса. Вот. Произошло некое, так сказать, охлаждение к этим проблемам, и проблематика зависла буквально на 2,5 года. Но мы не сидели сложа руки, мы не сидели, не ждали, когда кто-то там в Киеве там захочет решать наши проблемы. Вы знаете, что, по крайней мере, наша организация делала все возможное для того, чтобы использовать этот легальный совершенно институт для прямого диалога крымских татар с властью. Других, к сожалению, других легитимных институтов вот такого диалога народа с властью, к сожалению, так и не сложилось. Вот, это вопрос будущего, и мы будем еще оптимизировать оптимальную форму вот такого формата общения, да, между крымскими татарами и властями Украины и Крыма. Но это вопрос будущего.